В эфире еженедельная программа «Новости IT». Сегодня обсудим реальное будущее электронной паспортной системы в стране, окунемся в мобильную индустрию середины 2000-х, в ее современной реинкарнации и расскажем о новом игровом боевике по мотивам «Звездных войн», которому уже на старте пророчат звание «Игра года». Поехали! Начнем по традиции с новостей робототехники. Инженеры из Массачусетского института технологий опубликовали новое видео с четвероногими роботами мини-чита, что в переводе означает «маленький гепард». В марте терминаторы из мира животных показывали сальто, а теперь играют с футбольным мячом на траве и в густом ковре из палой листвы. По словам инженеров, мини-чита весит всего 9 килограммов, что по меркам функциональных роботов совсем немного. А вот бегают со скоростью 8,8 километров в час. Проектировали их специально таким образом, чтобы можно было легко ремонтировать, менять запчасти, экспериментировать с комплектующими и обвесом. Назначение маленького гепарда официально пока не опубликовано. Возможно, он станет отправной точкой для создания более крупных моделей, а может займет место домашнего питомца для тех, у кого аллергия на шерсть настоящих. Российские законодатели вернулись-таки к идее сделать пользование всемирной сетью официально авторизованным. Госдума и Совет Федерации предложили входить в интернет по паспорту. Согласно инициативе, взрослому нужно будет предоставлять электронную копию документа ребенку паспорт одного из родителей. Авторы считают, что паспортный контроль поможет быстрее устанавливать личности тех, кто нарушает в сети законодательство, и ограждать несовершеннолетних от негативного влияния интернета. Зампред Госдумы по информационной политике посчитал идею актуальной. Он готов организовать обсуждение инициативы в самой Госдуме, но предложил вначале узнать мнение россиян по этому вопросу. Кремль к этому отнесся негативно. Против высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И на вопрос, нарушает ли такой паспортный контроль права граждан и станет ли принятие инициативы цензуры, ответил, что, цитата, «конечно станет, конечно нарушает». Судя по всему, против таких идей выступят и силовики. Показывают они это уже не на словах, а на деле. Так, ФСБ не хочет давать мобильному приложению электронного паспорта все функции документа. В службе безопасности не доверяют платформам iOS и Android. По их мнению, существуют риски, что Google и Apple получат доступ к чувствительным данным россиян. Силовики предлагают наделить приложение лишь некоторыми функциями. К примеру, подтвердить возраст при покупке алкоголя будет можно. А вот для проведения сделки купли-продажи недвижимости придется предъявить паспортную карточку. В июле мы рассказывали о том, что правительство показало прототип электронного паспорта, которым с 2020 года начнут заменять привычные бумажные книжки. Это будет карточка со всеми основными данными о гражданине. Кто захочет, сможет скачать мобильное приложение паспорта. И вот из-за недоверия к зарубежным платформам, видимо, изначальная идея будет немного переиначена. А может быть, подобные опасения не прерогатива силовиков, а обоснованная реальность? Как раз таки Apple на днях отличилась новой уязвимостью в своей мобильной платформе, а точнее Facebook на этой платформе. Пользователь соцсети заметил необычное поведение iOS-версии приложения. Во время просмотра ленты оно внезапно и без ведома получает доступ к камере устройства. Грубо говоря, Facebook может подсматривать за владельцами iPhone, пока те листают ленту. Случай воспроизвели на 5 устройствах Apple с версиями iOS 13.2.2. То есть актуальная на сегодня на ранних же версиях 12 и 13.1.3, а также Google Android 10 камера не включалась. Скорее всего, это баг, хотя в этом уверены не все. У Facebook не лучшая репутация относительно использования персональных данных. Пока приложение не починят, можно в настройках отозвать у приложения разрешение на доступ к камере, но желательно на время запретить и доступ к микрофону. Статистика показывает, что не все радужно и с компьютерными платформами. В процессорах Intel также обнаружили уязвимость. Имя ей дали Zombie Load версии 2. Компьютерный бес. Когда ты вошел? Бес.
О первой версии исследователи рассказывали еще в мае. Она угрожает самым новым процессорам Intel, в том числе и Cascade Lake. До этого момента считалось, что в устройство этой линейки на аппаратном уровне встроена защита. Но, как оказалось на деле, все не так классно через 2 месяца. Zombie Load работает по тому же принципу, что и известные баги, такие как Meltdown, Spectre и Foreshadow. Уязвимости позволяют похитить личные данные, которые хранятся в памяти буферов процессора. Судя по отчетам Zombie Load, при реализации определенной атаки вызывает конфликт между операционными чтениями. Это открывает дыру. Данные, которые обрабатываются внутри процессора, можно выкрасть. Правда, хакер не контролирует, какие именно данные он крадет. Поэтому берут все, что не прибито к полу. Говоря о процессорной индустрии в целом, учитывая уязвимости, и она у Intel уже далеко не первая, а также отказ переходить на 7-нанометровый техпроцесс, завышенный прайс и растущий разрыв производительности с конкурентами из лагеря красных, все чаще начинаешь заглядываться на продукцию AMD, что несколько лет назад было тяжело себе представить. Исследователи же рассказали о второй версии угрозы только сейчас, чтобы у Intel было время пропатчить процессоры. Компания уже выпустила обновления, которые устраняют уязвимости. Их можно скачать на официальном сайте Intel. Также в Даркнете нашли объявление о продаже данных вкладчиков ВТБ. Судя по образцу базы, предоставленной продавцом, в ней содержится фамилия, имя, отчество клиентов, адреса проживания, телефоны, в некоторых случаях и мобильные, и домашние, а также суммы вкладов. Информации, дающей контроль над счетом, там нет, но мошенникам может хватить и такой малости. ВТБ говорит, что данные актуальны на 2016 год, однако изданию «Известия» удалось связаться с некоторыми из тех, чьи данные оказались в образце. И они подтвердили, что вклады до сих пор активны. Один даже назвал сумму, она полностью совпадала с указанной в базе. Продавец предлагал 5000 записей, 3000 полученные из первых рук, за них просят по 10 рублей за строчку. Еще 2000 полученные из вторых рук, продаются дешевле, по 6 рублей. Вот так недорого оценивают наши с вами данные. А Сбербанк вместо того, чтобы активно заниматься латанием дыр в системе безопасности, заявил, что создал самый мощный в России суперкомпьютер. Имя ему дали Кристофари. Слово не переводится. По заявлению Зеленого банка, он выполняет операции с производительностью в 6,7 петафлопс. И это в 2,7 раза быстрее предшественника. С помощью Кристофари Сбербанк будет проводить исследования, развивать собственные продукты. С 12 декабря его сможет арендовать любая другая компания. Создавать суперкомпьютер Сбербанку помогала небезызвестная NVIDIA. Оборудованием, софтом, советом. Во сколько обошлась разработка, компания не говорит. Эксперты предполагают, что затраты составили около 15-20 миллионов долларов. А инженеры университета Ватерлоу изобрели устройство для обнаружения в автобусах детей и животных, оставленных без присмотра. Оно представляет собой сенсор, который крепится на зеркало заднего вида. Данные с него обрабатывает алгоритм компьютерного зрения. Сенсор работает за счет радиолокационных волн. Они отражаются от предметов и живых существ. Если ИИ замечает, что в отраженной картинке есть ребенок или животное, а рядом с ним нет взрослого, система бьет тревогу. У такого сенсора есть одно важное преимущество перед камерами. Он умеет видеть сквозь сиденья. Работу частично профинансировал производитель автомобильных деталей. Он рассчитывает вывести датчик на рынок к концу 2020 года. Эту же технологию можно в будущем применять и для распознавания усталости водителей. Самые громкие и интересные новинки мы, как всегда, оставили на десерт. Motorola показала новую версию раскладушки Razer. Теперь у телефона гнется экран, а еще у него та самая клавиатура. Одна из самых популярных и узнаваемых моделей телефона в истории теперь работает на Android и оснащена гибким экраном, как у Samsung Galaxy Fold. Новый Razer такой же тонкий, как оригинал 2004 года. Судя по первым впечатлениям тех, кто подержал его в руках, телефон все-таки
приятно открывать и захлопывать, вешая трубку. Основной экран диагональю 6,2 дюйма более вытянутый, чем у большинства других телефонов, представленных на рынке на сегодня, поскольку у него другое соотношение сторон из-за конструкции. В закрытом виде у Razer работает дополнительный мини-дисплей диагональю 2,7 дюйма. На нем можно читать уведомления, отвечать на сообщения и управлять воспроизведением музыки. А еще делать селфи. Отдельный повод для ностальгии – это пасхалка, которая делает интерфейс нового Razer внешне похожим на старый. Это кнопочная клавиатура. Внутри у Razer прошлогодний процессор Snapdragon 710. Это далеко не самая топовая линейка. Также пока не очень понятно, насколько хороши камеры. Условия для съемки на презентации были не совсем подходящими. Зато понятно, что телефон стоит $1499. Это для сравнения сопоставимо с ценой iPhone 11 Pro Max в максимальной комплектации. Razer начнут продавать в январе 2020-го, а предзаказы принимаются с 26 декабря этого года. В США телефон будут продавать только вместе с контрактом с оператором связи Verizon. Будет ли он продаваться в других странах, пока не ясно. В прошлый раз Motorola пыталась возродить Razer еще в 2011 году, когда выпустила модель Droid Razer. Тогда новинка не сыскала популярность и из-за баснословных цен не сыщет и сейчас. Но повод поностальгировать более чем приятный. А на игровом поприще в этот раз порадовала Electronic Arts, известная миру как EA Games или Shekel Games. Речь идет о новом боевике по мотивам «Звездных войн» Star Wars Jedi Fallen Order. И это первая игра от EA по «Звездным войнам», не имеющая мультиплеера и внутренних микротранзакций за последние 9 лет. То есть строго классическая одиночная кампания со световыми мечами, штурмовиками и силой. Прохождение по основной сюжетной линии занимает около 7-8 часов, а так в среднем рассчитано на 40. Это если изучать все планеты, выполнять вспомогательные задания и в целом не сильно торопиться к финалу. По сюжету мы следим за становлением бывшего подавана Кэла Кастиса, который пытается выжить в смутный для вселенной период во время восхода империи и падения джедаев. События происходят где-то между 3-й и 4-й частью, то есть примерно в то же время, что и «Изгой 1». Судя по отзывам, проблем у новинки не так много, упоминают лишь некоторые технические недочеты и не совсем ровный темп повествования, который время от времени проседает. В остальном оценка отлично. Журналисты особенно хвалят боевую систему, которая получилась глубокой и разнообразной. Открытый мир с огромной ставкой на исследование и постановку экшена в целом. За него игра вполне может получить звание лучшего боевика. По стоимости. На ПК она обойдется в среднем 3500 рублей, а вот владельцам консольных платформ в этот раз придется раскошелиться побольше. 3800 рублей для Xbox и 4500 для PlayStation. Критики уже высказались о новинке, назвав ее одной из лучших игр по вселенной, а также кандидатом на звание «Игра года». Ну а на сегодня все. Повтор программы найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте yak24.ru. Оставляйте свои комментарии. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.